Добрый день, паважаныя. Мяне завуць Чарняк Ольга Геннадьевна. Я працую кіраўніком дзіцячага гуртка «Лялечкі карапуз». Сегодня я приготовила для вас свой мастер-класс по вырабу бабулиных ходников. Все вы, наверное, знаете такие ходники. Наши бабули были вельмі экономистками, и яны ніколі нічога не выкидывали, а давали другое жыццё рэчам, которые уже пришли у непрыгоднасць. Для того, каб плесці такие коврики, нам трэба заготовать вот такие вот шнурки. Я покажу, з чаго іх рабіць. Гэта старыя рэчы, которые уже нам не патрэбныя. И на примеры гэтай вот футболочки покажу, як наразаюцца гэтыя шнурочки. Футболочку трэба зложить амаль што по палове, покинуть невялікі край. Такой вот бачили не до конца. И мы нарезаем по сантиметра 1,5 ровненькие полосочки. А не дорезаем их не до конца. Крыху покидаем. Таким чином мы нарезаем усю эту майку. При подборе тканины трэба прытрымлівацца, каб усе вырабы былі аднолькавыя. Ад гэтага залежыць акуратнасць будучай охотнік. Калі мы нарэжем гэтыя полосочки, то першую лінію мы адразаем свабодна, проста яе пераразаем і пакідаем. А наступную мы злучваем трохи наискосок с предыдущей. Другую с першей, третью с другой. Для чего это робится? Наша ниточка, вот не трэба її зв'язувати, вона буде одна і буде без вузельчиків. Це так само придасть акуратності. Так, тут з гэтым можна вже остановиться. Коли мы наробим таких вот клубочков, можно начинать вязать наши ходики. Для гэтага нам потрібно шыдлоўцы. Номер может быть 4-5, як кому зручно, и залежить от толщины нашего шнурочка. Чем толстейший шнурочек, тем больше номер у нашего шыдлоўца. Калісьці у меня не было покупных шыдлоўцаў, я вычесала себе такі вот з яблаўца. Так что кожны можа зрабіць себе так само такі шыдлоўец. Мы начинаем, зробим воздушную такую петлю, складываем в колечко и просовываем шыдлоец внутрь этого колечка. Захопливаем наш шнурочек, протягиваем его наружу и захопливаем изноwu шнурочек и привязываем первую петлю. Таким же чином мы провязываем внутрь этого кольца и другую петлю. Протягиваем уже просвет. Таких петель нам треба провязать 6. Когда мы провяжем 6 петель, за гэты хвостик мы стискаем наше колечко и отрымовываем вот такой вот кружочек. В целом вот 6 таких вот кружочков. Наступный ряд мы их злучаем у последнее колечко. Просто такой вот слепой петлей называется. И робим наступное. У обидве поверховые гэты косичка такая получается. Под косичку заводим шидловец и вытягиваем поветренную снова петлю и яе провязываем с предыдущей. И так робим уже у каждой по 2
То есть, если у нас было 6, теперь нам треба провязать другое кольцо 12. Когда мы будем вязать наступное, мы будем добавлять по одной лишней петле. Это робится просто у одну петлю мы провязываем 2. Таким чином мы даем нарастание нашего круга, и в будущем наш коврик не будет заворачиваться и скручиваться внутрь, как шапка. И таким чином мы можем добавлять альбо уменьшать, когда у нас неравномерный, например, шнурочек. Когда мы бачим, что начинается зворачиваться, это значит, что треба добавить одну петлю. Когда наоборот, то значит, треба уже зашмат мы петлю навязали, треба уменьшить. И таким чином мы вяжем у всех эти колечки. Когда заканчивается шнурочек, если хочется другого колеру, мы можем связать наступный клубочек, а найлепей его сшить. Тогда на другой, на тыльной стороне не будет узельчиков. Ось таким чином, рад за радом, мы повеличиваем наш выбор. Теперь я вам покажу, как можно закончить этот коврик. Как гэтага шнурочка не было. Значит, мы перерезаем шнурочек, когда заканчиваем, и его провязываем у наступную петлю. Переворачиваем этот коврик и снизу вставляем любую петлю и протягиваем этот шнурочек. И так несколько раз, как его сховать. Заплутываем. И для надежности, конечно, можно взять иголкой и пришить этот кончик. Как сховать эту ниточку? Мы перерастригаем, переворачиваем коврик другим боком и при помощи шитловца протягиваем нашу ниточку под наступную петлю и запутываем ее за любую петлю, какая у нас есть. Протягиваем. И так робим несколько раз. Как не было бачно. И сам кончик мы прошиваем ниточкой. Замацовываем. Вот такой коврик. Ходничок. Мавчик, бабулины ходничок. Дякую усім за увагу і до побачення.